Подведение итогов и задачи на будущее. Президиум ЦК КПРФ обсудил результаты выборной кампании и определил очередные задачи партии. Эти вопросы будут подробно обсуждаться на первом заседании фракции КПРФ в Госдуме. После этого Центральный комитет Компартии проведет Совет левопатриотических сил. 23-го состоится пленум Центрального комитета, где мы обобщим итоги выборной кампании, определим задачи нашей партии и союзникам по выполнению наказов избирателей. На заседании Президиума Центрального комитета были приняты также важные кадровые решения. Еще очень важным решением сегодняшнего Президиума в преддверии начала работы Государственной Думы стало единогласное решение Президиума Центрального комитета о рекомендации фракции КПРФ по избранию Геннадия Андреевича Зюганова руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе. Геннадий Зюганов заявил, что партия значительно укрепила свои позиции на прошедших выборах. Тем не менее, КПРФ настаивает на отмене результатов голосования в целом ряде российских регионов в связи с многочисленными нарушениями и отмене трехдневного голосования. Мы категорически не признаем трехдневку. Мы считаем, что это прямой путь к полной криминализации всего общества. Когда губернаторы, руководители, силовые ведомства начинают участвовать в одной кампании по фальсификации выборов, то это кроме как к разложению всего общества ни к чему другому не может вести и не приведет. КПРФ будет продолжать борьбу против фальсификации итогов выборов. В новом созыве Государственной Думы будет создана комиссия по расследованию всех фактов нарушений в ходе выборов. Помимо этого, Президиум ЦК КПРФ принял принципиальное решение. Вновь избранные депутаты будут выезжать в регионы, где были зафиксированы массовые нарушения в дни голосования. Это Уссурийск, Приморский край, это аномальное голосование в республике Тыва, это огромное количество нарушений, которое было зафиксировано в Брянской области. Мы не можем признать результаты на выборах в Северной Осетии и в Ингушетии, где фактически были уполовинены наши, а возможно еще большие результаты. Мы отмечаем серьезные нарушения в Ростовской области, и это тоже отмечено в решении Президиума. Руководство КПРФ заявило о том, что не признает результаты дистанционного голосования по одномандатным округам в Москве. Позиция Компартии относительно электронного голосования уже была озвучена в Москве на заседании Центральной избирательной комиссии. Несмотря на то, что орава людей, задействованных вроде бы во введении дистанционного голосования, профессионалов, была предъявлена представителям политических партий, ни одного внятного аргумента в пользу дистанционного голосования приведено не было. Лидер КПРФ назвал недопустимым силовое преследование кандидатов от КПРФ, избранных депутатов и сторонников партии. Особое внимание он обратил на ситуацию в Москве. Геннадий Зюганов уже обратился к министру внутренних дел с просьбой разобраться в ситуации.